Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему, что очень тайное станет явным. Какую тайну, какой секрет откроет вам сегодня песок? Загадайте, пожалуйста, на себя, на тайные секреты обязательно загадайте. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты, боже мой, как интересно. Смотрите, здесь в корне рисунка показан человек, у кого к вам чувство. Чувство сильное, чувство настоящее, чувство, которое человек в себе хранит. Здесь тройка. Знакомый человек. Вы этого человека точно знаете. Вы либо вместе работаете, либо вместе учитесь. Может быть, живете по соседству. Но вот какое-то общение дружеское, теплое между вами есть. Человек от вас прячет свою любовь. Для женщин это мужчина, для мужчин это женщина. И вот смотрите, так показано, что здесь образ ангела. Возможно, этот человек даже молится за вас, либо молится высшим силам для того, чтобы вы на него обратили внимание. Такой запрос, запрос на любовь именно с вами. Вы на этого человека как-то не сильно внимание обращаете, либо в принципе, ни сном, ни духом, что вы этому человеку нравитесь. Приятный, общаемся, сотрудничаем, но не более того. Прям совсем не видите влюбленные глаза, прям совсем не видите, что этот человек даже какие-то усилия прилагает, чтобы как можно больше, чаще с вами соприкасаться, общаться, видеться. Вот так мне идет. Еще здесь показано, что человек недавно от чего-то хорошего отказался, лишь бы рядом с вами быть. Может быть, человеку предлагали хорошее место, под жилье, может быть, предлагали хорошее место, карьерный рост, а вот человек отказался, он такой: нет, мне ничего не надо, лишь бы быть рядом с ней, либо быть рядом с ним, и лишь бы моя мечта исполнилась, и объект моей любви обратил на меня внимание. Такой, знаете, интересный знак. Не могу понять, почему человек вам не открывается в своих чувствах, может быть, стесняется, может быть, вы просто не даете возможности, чтобы человек вам признался. Но все тайное становится явным, и буквально можно сказать, что человек готовится к признанию, либо готовится прям к таким уже, знаете, незавуалированным намекам, как-то обозначить свою позицию. Может быть, вас куда-то позовет, пригласит, либо воспользуется моментом и скажет вам о своих чувствах. Для вас это, конечно, будет большой неожиданностью и таким прям нежданчиком. Даже, возможно, растеряетесь, когда это все услышите. Но сразу хочу сказать, что у человека очень серьезные намерения. И, правда, человек за вас молится, переживает, молится и молится Создателю для того, чтобы у вас все случилось, срослось. Дальше. Тайным является, что близкий человек вам завидует. Завидует именно в материальном плане. Материя. То, что вы имеете, то, чего вы добились, то, сколько вы зарабатываете. Зависть, она уже проросла в этом человеке. Но это как близкий человек мне идет. Может быть, даже муж жене завидует, потому что жена карьерно растет, хорошо зарабатывает, а бизнес у нее идет. Может быть, брат сестре, сестра брату, сестра сестре, брат брату. Как-то так мне идет близкий человек. Зависть по поводу материального. Человек с последних сил держится, и скоро эта зависть, она просто прорвется. Будут какие-то разговоры, будут какие-то намеки, какая-то критика, какое-то недовольство пойдет.
Либо, в принципе, человек будет вести себя вот как обиженный, недовольный, а причиной тому именно зависть является. И завидуют именно материальному. Там, что у вас квартира, жилье свое есть, либо что вы там больше возможностей имеете. Да? Вот человек не хочет, например, развиваться, работать так, как вы, 24/7, но при этом он начинает завидовать. Ну, глупо, странно, ненормально. И вот от этого человека вот мне идет как какая-то критика, укоры, упреки. Но все это из-за зависти, так показали. То есть ничему не удивляйтесь, не пытайтесь оправдаться. За завистника невозможно оправдаться, да? Это уже как патология идет. Ну, конечно, сложная ситуация, и вам придется что-то решать. Ну, либо терпеть, да, все это, а оно будет нарастать, как снежный ком, ну, либо дистанцироваться от этого человека. Тут каких-то других вариантов нет. Зависть, к сожалению, она не лечится. Вот просто, если она уже случилась с человеком, ее невозможно искоренить, ее невозможно вылечить. А вам уже завидуют, уже зависть проросла. Так, и еще тайный момент. Здесь вы что-то обязаны получить, либо вам что-то должно было достаться. А кто-то ушлый и хитрый это от вас скрыл. Как не додали, не дали, не отдали. Вот как-то так мне идет. Может быть, вам через кого-то кто-то что-то передавал, а человек себе зажилил. Либо человек понимает, что вы заслужили, заработали, но человек такой, ну типа, прикинусь бревном, да, либо стеной, либо кирпичом. Ну вот как право на что-то имеете. Либо что-то ваше, исконно ваше, по закону ваше, у другого человека в руках находится. И человек этим пользуется, например, да, либо не желает вам возвращать. Подумайте, о чем может речь идти, и, возможно, следует спросить. Спросить, причем достаточно уверенно, да. Но вот по закону это ваше, либо вам должно достаться. Человек себе решил оставить, прикарманить. Дальше. Здесь чья-то тайная связь показана. Может быть, вы в тайной связи с кем-то состоите. А может быть, кто-то вам знакомый состоит в тайной связи с кем-то тоже знакомым. В общем, люди прячут свою любовь, не афишируют, не показывают, но при этом это странно, потому что об этой любви уже многие знают, либо многие видели, либо многим известно. Если вы в тайных отношениях, поверьте, тут прям практически все уже знают. Если кто-то вам близкий в тайных отношениях, то все уже практически знают, и вы тоже скоро узнаете. То есть как тайна не тайна, да, уже все обо всем знают, либо все обо всем узнали. Так, а вот здесь показано, что у мужа от жены тайны есть. Тайны, причем тайны нелицеприятные. Не буду уточнять, что это конкретно, но тайны есть. И если быть повнимательнее, то, девочки, вы его за руку можете поймать. Но опять же, вы все разные. У кого-то, может быть, муж деньги откладывает, вам все не отдает, а у кого-то муж может с кем-то общаться, переписываться, а у кого-то муж может втихую там для себя что-то делать, да, в ущерб семье, например. Вот тайны у него есть. И если присмотреться, если вот прям немножко последить, то вы за руку можете поймать. Вот. Он понимает, что он делает, ему самому стыдно, от себя противно, но вот как-то, может быть, само собой получилось, а может быть, попробовал, а вы не заметили, он такой: о, рабочая схема, да, значит, можно продолжать. Да, но это, знаете, не ваше упущение, скорее всего, вы сейчас очень заняты, скорее всего, у вас прям завал какой-то идет там на работе, в делах, опять же, вот эта бытовуха заела. Вот если вы повнимательнее за ним присмотрите, то тайну его узнаете. Прямо на горячем с поличным за руку поймаете. Так, на работе. Работа. Скорее всего, да, работа, коллектив на работе. Женщины о вас сплетничают, либо женщины о вас вот какие-то сплетни сочиняют, придумывают и разносят. Но я не могу сказать, что это плохое. То есть там нет каких-то обвинений, укоров, каких-то грязных вбросов по поводу вас. Тут наоборот что-то идет из серии, что вы все знаете, все можете, что вы крутая, что вы человек с внушительными кулаками. Да, вот в таком ключе. Говорят, что вы какая-то вот как амазонка-воительница, что вы
опасный человек, да, опасный в плане того, что если кто-то на вас рыпнется, да, то вы сдачу можете дать. То ли они ваши поклонницы, но в плане того, что вот восхищаются вами, ну, то ли они действительно видят то, что вам о себе не видно. То есть видят, насколько вы крутая, и об этом они говорят. То есть вроде как и сплетни, но на самом деле там плохого ничего нет. Для вас это все-таки плюсик идет, да, вот эти разговоры. 2 женщины, именно 2, и, скорее всего, вы с ними общаетесь, возможно, ну, вот как приятельствуете, да, вот они такое о вас говорят, что вы сильная, мощная, что вы любого на лопатки положите, что вы там все знаете, все умеете. В таком ключе информация. Так, а вот здесь показаны чьи-то родственники, им очень хочется залезть к вам в карман. Может быть, в прямом смысле слова, там, развести вас на деньги, а может быть, прибедняются специально для того, чтобы меньше там работать, меньше своих средств вкладывать, а больше как за ваш счет пожить. Родственники могут быть как и дальние, и ближние, так и ближние, да, но вот мне не нравится их хищный оскал. Да? Люди сознательно хотят засунуть вам руки в карман, а это прям совсем неприемлемо, особенно среди родственников. И даже если они вам родственники не по крови, но в семье так не делается. Это прям фу-фу-фу, как некрасиво. Вот будьте поаккуратнее, будьте рассудительны. Понятно, что если это семья, если это родня, то хочется максимально помочь и ничего не жалко. Но перед тем, как помогать, задайтесь вопросом, а действительно ли эта помощь нужна? А действительно ли эти люди попали в такую вот прям плохую ситуацию, что им прям негде взять, что у них прям все закончилось, что они просят именно у вас? И еще мне идет, что они лучше вас живут, комфортнее, проще, да, меньше работают, меньше устают, больше средств имеют. Ну вот пришла такая гениальная идея, причем она пришла в голову женщине, а мужчина, как ни странно, ее в этом поддержал. И они такие довольненькие, ручки потирают и думают, сейчас мы на ней разживемся, да, сейчас мы пополним свои запасы за ее счет. Такая неприятная парочка, может быть, они муж и жена, может, они брат и сестра, может быть, они мать и сын. Да, вот такие вот нехорошие товарищи, родственники у вас. Дальше. Показан чей-то бывший, либо бывшая. Да, мужчина, просто переворачивайте на себя. Человек, который все еще надеется. Тут очень много времени прошло, а человек все еще надеется. Надеется и кому-то прям рассказывает, что вот-вот и вы прибежите, вот-вот и вы будете в ногах валяться, будете умолять, упрашивать, да, чтобы этот человек к вам вернулся. И он такой прям, либо она, да, что вот 2 дня пройдет, либо там сутки пройдут, и она будет здесь. Вот ей без меня плохо, ему без меня плохо, не сладко. Да, и прям так рассказывает, прям так в себе уверен этот человек. И знаете, что самое смешное? Человек в это верит. Вот действительно верит, что он такое золотце, либо она такое золотце, что вы прям там в истерике, в конвульсиях бьетесь и день и ночь, и прям ползете в сторону этого человека, чтобы умолять, чтобы вернулся, либо вернулась. Ну, такое, знаете, самомнение раздуто до неприличных размеров. Да, бывший либо бывшая у кого-то отыграется. До вас дойдут эти разговоры. Вот это вы посмеетесь, вот это вы удивитесь. Тут даже, знаете, не обидно будет, тут просто реально смешно. Ну, это какой-то анекдот. Анекдот вашей жизни. Так, еще показан ребенок чей-то. Вообще дети показаны, но один выделяется. Мне кажется, что ваш ребенок решил вам что-то то ли подарить, то ли для вас что-то сделать. Но почему-то фигурирует подарок. Да, может быть, это что-то конкретное, как подарок, а может быть, какое-то действие в честь, там, например, праздника, в честь дня рождения, вот как подарок. Очень мило, очень трогательно. И этот момент, он действительно тронет. Вот у вас слезы будут, но слезы радости, слезы благодарности, слезы любви. Ребенок постарается. Может быть, у вас несколько детей, но вот один из них прям гениальное что-то сделает, очень нежное, трогательное и действительно тяжелое. Вот для ребенка это тяжелый момент. Там насобирать, скопить деньги, купить что-то, либо, может быть, какую-то работу сделает. В общем, будет очень приятно. Ребенок об этом думает. Ребенок вот именно хочет вас порадовать. Ну, потому что детское сердечко, оно любит, и оно действительно хочет сделать вам хороший подарок. И также, мои хорошие, если у вас есть взрослые дети, то один из ваших взрослых детей нечто грандиозное сделает для вас, вот в качестве подарка.
Ну, поживем, увидим, конечно, но вот вижу, что слезы радости, трогательные слезы радости будут у вас на глазах. Дальше. Здесь какие-то люди из-за вас ругаются. Ругаются, причем, ну, жестко ругаются, я вам так скажу. И еще показано, что вы станете причиной того, что эти люди прям общаться перестанут. У кого-то прям совсем отыграется. Не могу сказать, кто с кем они друг другу приходятся, но там уже чуть ли не в рукопашную, понимаете, и из-за вас. Один человек, я так понимаю, нападает, другой защищает. Вы станете камнем преткновения для этих людей, либо уже стали. В общем, эти люди перестанут общаться. Общаться в долгую перестанут общаться, либо навсегда. Да, вы причина, но вашей вины в этом нет. Да? Возможно, один из этих людей абсолютно неадекватный, либо очень плохо к вам относится, а второй любой ценой пытается вас защитить. Вы просто увидите по факту, да, что люди перестали с друг другом общаться, либо избегают любых контактов с друг другом. И тогда вы зададитесь вопросом, да, почему это произошло, а причина — это вы. Да. Здесь кто-то очень красиво говорит, здесь кто-то вам обещает какие-то прекрасные перспективы, радужные, сказочные, но при этом этот человек только лишь думает о деньгах, ну, либо о своей наживе. Вам могут предлагать куда-то вложиться, либо уже предложили. Может быть, вы общаетесь на эту тему, человек вам прям там соловьем поет. Человек прекрасно знает, что это все неправда, что он вас обманывает. У человека вот это разовое желание заработать. И ради этого разового желания заработать человек готов рисковать всем. Своей репутацией, добрыми отношениями с вами, тем, что это станет всем известно. Да? Вот, лишь бы денежку от вас получить, урвать. Ну, как обещают вам что-то. Обещают, красиво расписывают. И вот деньги. Нужно получить от вас сумму. Ради этого все делается. Дальше показан мужчина. Мужчина, на которого вы смотрите как на рыцаря, а вот он рыцарем не является. Я вам так скажу, да, мы все разные, мужчины и женщины разные. Бывают очень храбрые женщины, сильные и храбрые, а бывают мужчины очень нежные и трогательные. Вот тот, на кого вы смотрите как на рыцаря, он на самом деле очень нежный и трогательный. И нет его в этом вины, он таким родился, этот человек. С этим человеком очень тепло, комфортно, душевно, но человек не способен на какие-то конкретные действия, либо на какие-то конкретные решения. Да? Может быть, вы ждете, что человек что-то решит, а человек ждет, пока вы ему скажете, что решить, да? Либо как правильно сделать. Здесь как недопонимание друг друга. Вернее, это ваше непонимание этого человека. Человек-то все прекрасно про себя знает. Просто, наверное, была ошибкой со стороны этого человека изначально не обозначить свою позицию, что вот я такой, да, я не рыцарь, я не умею принимать решений, мне нужно сказать, что делать. Да? Вот, если бы изначально так отношения между вами построились, наверное, было бы проще. А сейчас вы в этом человеке разочаровываетесь, потому что он не действует как рыцарь, и вы думаете, да как так, ты же мужик. Ну, мужики разные бывают. Здесь мужчина показан очень такой нежной и душевной конструкцией. И мужчина, который действительно, ну вот он бы хотел, но не может. Может, воспитание такое, характер такой. Очень такой теплый, покладистый, удобный человек, но при этом сам ничего решить не может. Либо геройство — это не про него. Надо как-то вам по-другому к нему относиться, либо допустить мысль, что не все мужчины герои, так же, как и не все женщины, там, не знаю, добрые, не все женщины милые, да, бывают женщины и жестокие, и злые. То есть, понимаете, о чем речь идет. Шаблонов, не надо шаблонов. Понимаете, здесь шаблон неуместен. Этот мужчина, он другой, из другого теста, он неплохой, он по-своему очень даже хороший, и я даже больше скажу, да, лучше, чем все другие, но, тем не менее, он не может принимать решения. Придумайте сами, решите сами. Просто ему скажите, делай то-то, то-то, он будет делать. Но не ждите от него. Здесь у кого-то мужчина за последнее время очень сильно к вам поменялся. И я вам скажу, в чем причина. Причина в том, что он чувствует себя ненужным. Вот просто ненужным. И его это так гложет, это так ему болит.
Он прям внутри весь страдает, слезами истекает. Он вам намекал на это. Он, возможно, даже вас напрямую спрашивал, там, нужен я тебе, не нужен. Вот. А вы подумали, что он просто с вами поссориться хочет. Не знаю, как-то у вас, видно, все так сложилось в семье, либо в отношениях. Может быть, вы в работу ушли с головой. Может быть, у вас ребеночек появился, да, и понятно, что маленький ребеночек требует очень много времени. Может быть, вы всю себя положили на то, чтобы там детей воспитывать, либо детям помогать, если взрослые дети. И мужчина прям остро ощутил, что он вам не нужен, что он для вас не настолько важен, как все остальное. Вот особенно мне почему-то про работу идет, да, может быть, вы работой занялись, бизнесом каким-то, и он прям ходил, ревновал, а потом сам себя накрутил на то, что он вам не нужен. Вот. И он поменялся из-за этого, из-за ощущения ненужности. Вот. Если мужчина вам дорог, если вы его любите, если не хотите его терять, вы с ним поговорите, а лучше приобщите к своему делу. Вот с собой его берите, да, поручайте ему больше каких-то дел, заданий, чтобы он тоже был причастен и к вам, и к вашей жизни, и к вашим делам. Это действительно может спасти ваши отношения и сделать их более комфортными, более доверительными и более нежными. Вот. А ругаться, что-то доказывать, становиться в позы, вы знаете, вы друг друга просто потеряете. Хотя я вижу, что друг друга любите, и это будет фатальная ошибка, да, друг друга потерять. А вот здесь у вас страх перед чем-то, чего-то вы боитесь, чего-то, что надвигается, либо должно случиться. Почему вы этого боитесь, я не могу сказать. Может быть, это какое-то впечатление, либо чей-то опыт, может быть, каких-то разговоров наслушались. Вот вы этого боитесь, либо за это очень сильно переживаете. Но показано, что вам переживать не за что. То есть у вас как-то все хорошо и легко будет. И эти переживания пустые. Чужой опыт, понимаете, он на то и есть чужой. Вы не знаете, с какими исходными данными человек входил в этот опыт. У вас, я вижу, все в порядке, у вас все правильно, либо у вас все там на своих местах, вы правильно подготовились, вы все сделали корректно. То есть у вас такого не будет, плохого с вами не случится. Вот. А других людей, да, нужно слушать, но нужно выцеживать ценную информацию, либо больше расспрашивать, да, чтобы у вас была полная картинка того, что с человеком происходило. Вас как в заблуждение ввели, и вы сами себя, может быть, напугали, да, может быть, как мнительный, восприимчивый человек. Так, а вот здесь показано, что какой-то человек за вами следит, причем следит полноценно, физически следит. И этот человек, он... То ли вы его видели, то ли вам показалось, и вы такая думаете, это не он, да, не может быть. Мне, скорее всего, показалось. На самом деле нет. Вы действительно видели, и этот человек был очень близок к тому, что вы его раскроете. Здесь именно слежка. Вот слежка за вами идет постоянно. Причину слежки я не вижу. Опять же, вы все разные, и даже не вижу, кто конкретно следит. Но слежка есть, вы ее чувствуете. Чувствовали, либо был момент, что вам показалось. Да, вы подумали для себя, что мне показалось. На самом деле вы увидели, и вам не показалось. Так, пустые обещания на работе. У кого-то на работе кто-то щедро раздает пустые обещания. Человеку важно любой ценой людей удержать около себя, либо максимально простимулировать на то, чтобы люди эффективно работали. Вам могут обещать повышение зарплаты, улучшение условий труда, карьерный рост могут обещать. На самом деле это прям пустое. Пустое аж звенит. Да? Тот, кто дает обещание, понимает, что это все розыгрыш. Да? Возможно, по итогу вам так и скажут, что это была шутка, это была такая мотивашка для вас. Явно обманывает. Явно. Если уж такая пляска пошла, то просите гарантий, да? Просите прописанных обязательств. Тогда верьте, а сейчас не верьте. Дальше показан человек, на которого вы очень сильно надеетесь. Но этот человек сам себе на уме, и у этого человека есть он сам, либо она сама для себя, а потом уже все остальное. И здесь вам говорят о том, что будь повнимательней и обрати внимание, как этот человек ведет себя, допустим, с другими людьми, либо как у себя в семье ведет. Там все стоит на свои места. Не надо так доверять этому человеку и не надо так сильно надеяться на этого человека.
Потому что в критической ситуации человек и бровью не поведет, и всегда выберет себя, но никак не придет на помощь вам. Вот. Человек это показывает, человек этого не скрывает, но вы почему-то прям как в розовых облачках летаете. Возможно, речь идет о друге, о подруге, и нужно быть все-таки более объективным. Да? Понятно, что когда ты дружишь, ты там глаза закрываешь и по себе судишь друзей, но здесь призывают именно небеса к объективности. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.